Assalomu alaykum. Салом алейкум ба тамоми мардуми пурфайзу пурбаракати Тоҷикистон дар куҷо ки набошанд. Ва алайкум Аввалам assalom. дуо кунед ки поку парвардигори азза ва ҷалла бародари мо Муҳаммадалӣ Ҳаид соҳу саломату зинда бошад. Ҳама имрӯз ёди нек мекунад аз ин бародар. Манам ба шумо як чиз мехоҳам гап занам. ин ҳамин қадар соли 1987 сол буд, вақте ки бисёр бачаҳои афсаро аз Тоҷикистон дар Афғонистон хизмат кардану баргаштанд. ҳамроҳи ваё мана ин бародар буд, баъд бисёр бародарои дигар буданд. мо ҳамон вақт дар душанбе якум бор дар ҳаёти умрамон ҳамин бачаҳои акун митинг ё роҳнамоӣ мекардан бо плакатҳо дидем. бисёр дар ҳайрат будем. Да ин чӣ гап аст ки дар мобайни шаҳри Душанбе аз ҳамин пеши Совет министров сар карда то ҳамин вай гостинисаи Вахша то опера балет қати ҳамин плакатҳо қати мебиён гуфта ҳамроҳшон омада хеле ҳамсоҳбат шудем. фаҳмидем ки инҳо бачаҳо аз Афғонистон омадиянд. бисёр бачаҳои маълумоти олӣ доранд. рафта дар онҷа ин аҳволи афсароҳо аҳволи мардуми тоҷика дидияну ҳама корҳои ба чашми худашон диянд. омадиянд. баъд ҳамунҷа фаҳмидем ки инҳо ҳамин як растохез ташкил мекардиянд. мана Мирбобо Мирраҳимов буда вай. баъд хай бисёр бачаҳои дигар буда. баъд бовар кунед агар як инсони ҷавон буданд, хеле як инсони бо ақлу бо фаросату пешрафта буданд. як бисёр инсоне ки даҳҳо сол пеш ё ин хел ақлу фаросат доштанд барои пешравии худи мардуми Тоҷикистон, худи Тоҷикистон, забони тоҷикӣ, урфу одати тоҷико. мо дар ҳайрат будем. хай мо медонистем ки ин Горбачёв перестройка гуфта бивлад карагӣ аст. ҳамин перестройка ба ҳамин кӯҳистони баланди тоҷикии мо тоҷикистони мо омадагӣ. баъд аз ин хай ин бисёр корҳо шуду, бисёр вақтҳо гузашту. баъд чандин вақт ман сафар доштам Эрон. ба дар Эрон дидам бо ҳамроҳи худо раҳмати Отахон Латифӣ, мана ин бародар Тураҷонзода, баъд худи бо ҳамон Мирбобо Мирраҳим, бисёр бачаҳо қати маслиҳат карда мешиштем. инҳо бинед ки ягон душманӣ ба халқу ба миллату ягон душманӣ надоштанд. инҳо як инсонҳое буданд ки равшанфикр, як фикри ақидаи бузурги дунявӣ доштанд. یعنی یک سر گردن بالا فهم و درک و روشناندهی داشتند. از برای همه خدا پروردگار کجا که باشند اولم ساخ و سلامت زنده باشند. خدایا به ضرر نرسیده باشد به ویا و مجبور کردن در کار که بینید که در تاجیکستان یگان مقامات کار نمیکند، یگان دولت نیست، یگان سیاست نیست. همش بزن بگیر لاتوکویزاسیا، همش فروش. نرخ انسان با پول. همه چیزی که در اونجا کار میبرد این پول هست. برای همونم پروردگار این ظالمان رو تیزتر از سر حاکمیت دفع کند و یک انسانای بیان سر حاکمیت که غم مردم مخورن و مردم توانن تمام خوبی های دنیا بیارن که مردم نان و نمک خودش محنت حلال و نان و حلال خودش در وطن خودش یا بدو در پیش فرزنداش و خیش و تبارش و اقرباش باشد. Вот если вы сейчас разрешите, я несколько слов скажу. Вот смотрите, сейчас то, что делается в тюрьмах Таджикистана в отношении политических заключенных, в отношении всех заключенных, которые не совершали никаких преступлений, но не могли заплатить работникам правоохранительных органов и те, которые вели следствие, они незаконно сидят. Они тоже такие же узники, как политические узники. Поэтому сейчас многие думают, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что в Таджикистане за 30 лет правления этого фашистующей, этой
как вам сказать, это просто слов нет. Этой преступной, коррумпированной, мафиозной, государственной такой преступление больше, наверное, в мире нигде нету. За 30 лет его правления народ обнищал. Народ в постоянном страхе. Все тюрьмы заполнены. Весь Таджикистан превращен в Торикистон, в темноту средневековья. Без света сидят в таком холоде, в голоде. Интернет им отключает. Вот даже недавние события в Бадахшане. Убили не только Худо Рахмати Гульбудин Зеобекова, но и многих других людей. И все молчат, потому что нету законов, не существует закона. Вот в отношении того, что там нету интернета, люди не могут получить несчастные эти деньги, которые работают у них. В отношении к ГБАО немножечко я не хочу уходить от вашей темы. В отношении к ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана субъект международного права. Поэтому дай бог, чтобы все помирцы слушали ваши передачи. И я их призываю, потому что большинство граждан Горно-Бадахшанской автономной области с высшим образованием знают многие языки мира, работают в России, чтобы они требовали от первого лица государства России, чтобы их присоединили к новому союзному государству Белоруссия, Россия. И в этом они спасут себя. Их не будут уничтожать. Над ними дальше не будут вешать ярлык преступников, террористов, экстремистов и еще кого-то. Это благородные, это люди, которые должны жить у себя на родине. А их просто хотят уничтожить, оклеветать, и эти земли проданы давным-давно Китаю. Вот поэтому, если Китай очень сильная власть, такая же сильная власть Россия может сохранить наши таджикские земли. Пускай меня как хотят осуждать, пускай меня ругают, пускай меня какими-то словами называют. Это для меня безразлично. Кто как называется, кто как обзывается, так он и сам называется. Понимаете, для меня этой разницы нету. Но дать направление людям, гражданам Горного Бадахшана, уважаемые граждане Горного Бадахшана, я обращаюсь к вам. Вот вы находитесь в Москве, в России. Каждый час по 10, по 15 человек, не указывая свою фамилию, имя, отчество, район ГБАО, где вы родились, особенно вы, женщины, там ваши родители, там ваши дети воспитываются, вы их годами не видите. Обратитесь к Путину, обратитесь в ОДКБ, обратитесь в Комитет национальной безопасности о том, что вы не преступники, вы требуете свои законы и права на жизнь. Право на жизнь дает Бог. А это право должны защищать все сотрудники правоохранительных органов Таджикистана. Но они, видите, кроме как сеять смерть, больше ничего не могут. Поэтому вот эти ваши права, так как вы являетесь субъектом международного права, могут защищать Россия в данное время. Вы меня не осуждаете, да и осуждать будете, для меня никакой разницы нет. Потому что мы сейчас должны с вами включить все мозги свои, поднять все правозащитные организации мира. Вы видите, что правозащитные организации мира перед диктаторством Эмомали Рахмона даже 0 значения не имеют. Как он хочет, так ворочит. Как его, как говорится, эти министра-людоеды хотят, так и убивают людей. И Комитет госбезопасности Таджикистана и МВД Таджикистана, первая их обязанность защитить каждого человека в Таджикистане и защитить всех граждан, которые находятся в Таджикистане. Но они наоборот действуют. Пугают, уничтожают, грабят, фальсифицируют документы, клевещат,
просто зарабатывает деньги. Поэтому есть среди них честнейшие работники, офицеры, честнейшие рядовые люди. К ним надо обратиться. Обращаюсь я ко всем сотрудникам, которые работают в надзоре по тюрьмам у этого уважаемого Умарова. Вы через своих близких, родных, через уборщиц, через рядовых людей, пожалуйста, это вот чтобы на совести каждого из вас, таджикистанца, было. Узнайте, просто по-человечески узнайте, живой ли Махмад Али Хаид. Убили его, давно там его уничтожили. Вот это узнайте, нам этого достаточно. Он человек сильный духом. Бог его всегда спасет. Вот что я хотела сказать. Еще раз, извините, что я взяла ваше драгоценное время. Вот, вам всем здоровья вам, радости, счастья и всех благ. Будьте здоровы.